вы относитесь к коронавирусу, вернее, к кризису? Чем еще, кроме продукции, может помочь ваша организация всем иммигрантам, которые на территории России, которые находятся? Наша организация, мы обычно консультируем, так как это правозащитная организация, мы помогаем иностранным гражданам в сфере их защиты, когда их права ущемляются, естественно, обращаются к нам без разницы. Иностранные граждане, граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, мы их консультируем. Естественно, мы им помогаем, предлагаем своих адвокатов для того, чтобы эти адвокаты выступали в судах, в каких-то там других органах, силовых структурах. Но, естественно же, у нас здесь в офисе проходят занятия, юридические знания получают мигранты. Также ежедневно через наш YouTube-канал мы обращаемся к иностранным гражданам для того, чтобы эти иностранные граждане всегда соблюдали предписания докторов, врачей, санитарных организаций, которые ежедневно нам говорят, что надо делать. Конечно же, и сегодня, и сейчас я использую вот эту ситуацию, хочу обратиться к нашим дорогим трудовым мигрантам и попросить их, чтобы не забыли. Мы живем в очень серьезном, у нас серьезная ситуация на самом деле, чтобы они всегда прислушивались к докторам, к советам докторам и соблюдали режим карантина, соблюдали режим именно вирусной ситуации, не выходили из дома, держать некую социальную дистанцию. Мое отношение такое. А вы говорили только что держать дистанцию, не выходить из дома. На что-то жить-то вопрос задается. На что-то жить, как быть дальше. То есть у них есть патент, как раз, который они по этому основанию этого работали, но сейчас уже надо оплатить или его не оплатить. То есть есть какая-то информация про это и советы ваши? Вы знаете, недавно было обращение президента Федерации мигрантов Вадима Каженова к правительству России о том, что правительство объявило какую-то амнистию, не знаю, или приостановило там на время вируса действие патентов. Также последовали обращения огромное количество организаций, очень влиятельных, уважаемых к правительству, к президенту, и также наше обращение было. Мы очень надеемся, что правительство слушает, слышит нас, и президент Путин, и пойдут на уступки, потому что, как мы знаем, огромное количество льгот именно во время периода пандемии было сделано со стороны правительства населению России, россиянам. Так как огромная часть трудовых мигрантов находится в Москве, Московской области, и без них, конечно же, ситуация на стройплощадках и в других сферах может просто остановиться, застопориться. Поэтому мы также просим, и есть надежда на то, что правительство остановит или объявит амнистию, или примет закон каким-то образом, чтобы помочь этим людям, которые остались сейчас в такое трудное положение, безвыходное положение, без жилья, без денег, без работы. Да. А вот особо еще один вопрос. И очень многие прямо пишут в комментариях, и они там, у нас той проблемы с одной. Есть очень такая сложная ситуация в семье, которая находится в России, вернее, точнее, вот Москва и Московская область, да. Вот им конкретно могли бы помочь вот ваша организация вот ближайший вот, там месячный карантин, который вот заканчивается. То есть если они вам обращаются, вы их поддерживали бы, независимо от них национальности, от них, которые прям реально. Естественно, я повторю, что огромное количество людей, которые остались без жилья,
мы им предоставили жилье. Ну, как могли, сколько могли, конечно, и помогли. Если будет такое обращение, конечно, мы будем рассматривать, мы будем стараться для того, чтобы найти жилье для этих людей, найти пропитание. То, чем мы сейчас занимаемся, как раз связано с этим. Поэтому обращайтесь, чем можем, тем и поможем, как говорится. Спасибо вам большое за интервью. С вами был Изотамон. Спасибо вам. Паузу кылдыңызбы? Сейчас я иду. Спасибо вам большое за интервью. С вами был Изотамон. Я с вами.